бир жолу ушуна суу анан нан менен отуруп калдым. Мы в своей работе очень часто видим, что пожилые граждане в основном от трети до половины своей пенсии тратят обычно на приобретение медикаментов. Ну, где-то 10-15% от своих пенсий они тратят на комуслуги или отопление. Вот, и тот оставшийся мизер они стараются тратить на еду и Мы работаем вот с одинокими пожилыми гражданами, и зачастую им не хватает общения. И когда мы прикрепляем какого-то спонсора, наши бабушки находят смысл в этом общении. Мы стараемся способствовать, чтобы это общение было близкое, то есть мы помогаем как бы построить вот этот мост между спонсорами и их подопечными для того, чтобы исключить вот это чувство одиночества, изолированности наших пожилых граждан. Мы хотели бы начать работать и в других регионах. Вот, даст Бог, на Иссык-Куле тоже где-то 10 пожилых граждан начнут получать уже помощь. На листе ожидания у нас находится 150 человек, которым очень нужна финансовая помощь. У нас есть группа соцработников, которая оказывает социально-психологические, социально-правовые услуги. Вот. И также мы начали создавать группы в самопомощи в регионах. Раз, два, четыре. Ноги не на земле у меня. Да. Дочь тоже у меня уже на пенсии, поэтому мне помочь никто не может. Она получает пенсию вообще 7 с чем-то тысяч. Тоже всю жизнь проработала. Вот она мне помочь не может. Так вот распределяю. Иногда вот иду по магазинам, вот где-то Народные, Фрунзе, там где-то иногда вот пишут там какие-то скидки, там молоко, например, то 56 сом, то может быть где-то 53, 54, 2 сома сэкономила, там сэкономила немножко. И все вот так. Вот, даже вот руки лежат. Ну я вообще не говорю, когда о смерти я не хочу. Я умирать не хочу. Смех и грех. Когда-то пенсия вообще была маленькая. Надо за квартиру заплатить, отопление, освещение, за природный газ, там, коммунальные услуги, все и так далее и тому подобное. Поэтому пенсию получишь, все сначала туда, а потом остальное на продукты питания. Что останется? Дай Бог им работать, вот, чтобы помогали, чтобы они где-то там выбивали, если есть возможность. Ошол кыйналып жүргөн маалда ушул 7 жыл болуп калды. Ушул Бабушкин Эдепшин фондун эмеден бирөө адресин берген. Анан ушул жака келип катты алып, 2 айда бир 2000 сом алып турам. Ошол да мага бир поддержка болуп калат да. Ошо бир жолу ушуна суу анан нан менен отуруп калдым. Ушунчалык көпкө ачыккалыкта жашап аябай кыйналып турган маалда ошол жактан биринчи алган акчамда бир жана бир экзаменди бир 5ке тапшырып бир кубанган баладай болуп бир кубанганым эсимде да. Ошондо энди колго алып, эт алып, ушук шорпо ичип, ушу кубанганым эсимде. Мурда сулпет 330 сомго алсак, азыр 640 сом, 1 кило 70 сомго алган гречка 1 килосы 140 сом. Кошкону менен 2 эсе бүт баары кымбат. Эмсибет көтөрүлөйүн деп турат. Даарыңа акча жетпей атканда тамак ашка каяктан. Так кырыл жеткизе албайт экенсиң. Эптеп өлбөстүн күнү да.
I'm supporting Babushka Adoption Fund since 2000, and I decided to support this foundation because I saw in the street how it was a difficult life for elderlies to survive. I could see from my eyes the difficulties for all of these babushkis and dedushkis who get the lowest pension, which is not sufficient to pay for everything. So with one pension they can pay, for example, just for the food or just for communal expenses or for eating the house. Но, в общем, стараемся всегда позитивно ходить, и, наверное, все-таки в социальную сферу приходят люди всегда с большим сердцем, когда рядом, с тобой находятся коллеги-единомышленники, у которых такие же ценности, да, скажем, в жизни, то, немножко становится легче.